Дмитриев Николай Филиппович. Родился в 1888 году в западно-Кангаласском Улусе в наследии Малтаны. Дмитриев не раз обращался к советским властям, требовал прекратить убийство мирных жителей, писал письма о зверствах красных отрядов Сокольникова и других красных отрядов в восточных улусах. Но безрезультатно. Дмитриев Николай Филиппович, по воспоминаниям современников, был очень спокойным, но на оскорбление в адрес народа Саха выводило его из себя. После Жимконской резни взялся за оружие. В поселке Жимкон красными была проведена операция устрашения местного населения, где были изрублены шашками местные жители, некоторых увезли с собой в Покровск, где их расстреляли. После Жимконской резни в западно-Кангаласском Улусе в феврале 1922 года образуется 6 отрядов. Первым отрядом из 120 бойцов командовал Дмитриев Николай Филиппович. Вторым отрядом командовал Старостин Егор Егорыч Тахуруса. Третьим отрядом командовал Кириллов Иван Геннадьевич. Четвертым отрядом командовал Афанасьев Георгий Васильевич. Пятым отрядом командовал Михайлов Семен Ильич Корсан Уола. Шестым отрядом командовал Широких Савва Александрович. Все эти отряды подчинялись штабу Ленского отряда. Начальником штаба Ленского отряда был русский офицер Кадыков. Постоянные пьянства Кадыкова и чрезмерная жестокость к пленным и к своим, а также оскорбительные высказывания в адрес якутов привели к конфликту с Дмитриевым. После очередной ссоры Кадыков приговорил Дмитриева к расстрелу. Узнав, что Кадыков приговорил его, Дмитриев срочно со своим отрядом выехал в Кочекадце, чтобы арестовать Кадыкова. Но Кадыкова там не оказалось. Он срочно сбежал в штаб армии, которая находилась в Чурапче. В Кочекадцах Дмитриев арестовал 2 русских офицеров Сепетинова и Заднепровского и расстрелял. Затем Дмитриев отправился в Тылому, Ламтуку, где находился штаб Ленского отряда, и арестовал там всех русских офицеров. Был арестован и Сурков, начальник штаба Ленского отряда, и отправил в штаб армии ультиматум, в котором говорилось, что если в течение 40 часов не будет расстрелян Кадыков, то он расстреляет всех русских офицеров. В штабе армии Кадыкова тут же арестовали и расстреляли. Арестованных офицеров Дмитриев отпустил. Для деблокады Якутска красные планировали одним ударом уничтожить южную группировку войск повстанцев. Для осуществления этой операции они должны были выбить повстанцев из поселка Техтюр. Обороной Техтюра руководил Дмитриев. Отряд именовался как авангардная группа Ленского отряда и южной группы. Для штурма Техтюра красными были подтянуты 400 красноармейцев с 2 горными орудиями. Повстанцами были вырыты траншеи и окопы вокруг Техтюра. После продолжительного артиллерийского обстрела 9 июня красные пошли на штурм. В ходе ожесточенных боев красные понесли огромные потери и отступили. При штурме были убиты сразу 2 ротных командиров красных, Романченко и Крылов. После неудачного штурма красные начали обстрел Техтюра горными орудиями до 11 июня с перерывами. С 10 июня по 14 июня из Иркутска в Якутск на бронированных пароходах прибывают новые части 5-й Красной армии. 226-й Петроградский стрелковый полк, командир Соколов. 7-й СИП-отряд особого назначения, командир Савицкий. Телеграфно-строительный батальон, командир Знаменский. Ленская речная флотилия из 5 оборудованных броневыми щитами грузовых пароходов, комендант флотилии Лешкевич. 230-й стрелковый полк, командир Лепегов. А также дивизион войск ГПУ. Общая численность прибывших 2500 красноармейцев. Также привезли с собой 12 артиллерийских орудий и 115 пулеметов. Общая численность Красной армии составляла в Якутии уже 6000 красноармейцев. После прибытия новых частей Красной армии начинается повторный штурм Техтюра. Из Якутска были подтянуты свежие силы вновь прибывших из Иркутска войск. Участвовали 226-й Петроградский полк и другие части. И полностью окружили село. В итоге вокруг Техтюра красные собрали почти 1000 красноармейцев.
Чтобы не дать отдыха повстанцам, во время перерыва артиллерийских бомбардировок действовали разведотряды, которые вели активные перестрелки с повстанцами, не предпринимая атак. Под вечер 10 июня отряд Дмитриева предпринял попытку вырваться из окружения, оставив для прикрытия небольшой отряд смертников. Ночью, воспользовавшись темнотой, отряд вышел из окружения. Утром 11 июня началось второе наступление красных. В ходе непродолжительного боя красные заняли село. Чтобы не попасть в плен, повстанцы подрывали себя гранатами, некоторые застрелились. После Техтюрского боя красные усилили свои силы для борьбы против южной группы войск повстанцев на 600 бойцов. Из 7-го СИП-отряда особого назначения под командованием Савицкого. При выходе из Улах-Ана на отряд Савицкого Дмитриевым была устроена засада. Отряд был частично расстрелян в течение 2 часов, красные отступили в поселок. Сам Савицкий не пострадал. В ночь 10 по 11 июля Дмитриев предпринял новую операцию против красных. Штурмом взяли поселок Улахан-Ан, гарнизон красных был уничтожен. Захватив с собой винтовки и боеприпасы, снова ушли в лес. 20 июля вновь был атакован Техтюр. После, отряд Афанасьева, атаковав с 3 сторон, захватил поселок Синск. Красные разбежались кто куда. Комендант гарнизона застрелился. Дмитриева застрелили после объявления амнистии свои, которые хотели попасть под амнистию.